Здравствуйте, друзья. Вот смотрите, какая информация. Американский профессор Джеральд Диркс имеет степень магистра теологии Гарвардского университета и докторскую степень Денверского университета, принял ислам. В науке психологии такого большого масштаба, вот такой кит, психолог, принял ислам. Если говорить о психологии, я сам тоже психолог. Получил сертификацию, являюсь психологом. Что такое психология? Основная из применяемых инструментов – это мотивация говорить «я могу», «у меня получится», не сдаваться, надо выйти из этого положения с того, что человек впал в депрессию и оценил очень упадок в самооценке, дают вот такую мотивацию. Говори, я сильный, у меня получится, я красивый, я достигну. Это из одних методов мотивации. И как раз-то ошибка в этом. Мусульманин никогда не впадает в депрессию или в стресс. Ибо мусульманин всегда уповает и надеется на Аллаха. Либо Аллах в Коране говорит, будет так, как пожелает Аллах, а не так, как вы. Даже один листочек с дерева, не падает без соизволения Аллаха. Теперь возвращаемся к профессору. Что говорит профессор? Профессор говорит, все книги и теории по психологии, которые я изучил, ничего не стоят перед мусульманином, который полагается на Аллаха, который возлагает на него свои дела, все свои дела. Мусульманин, если все хорошо, благодарит и проявляет шукр, благодарность Аллаху, а если что-то не получается, он говорит это от Аллаха и стремит дальше. Он не падает духом, он дальше стремится и делает, продолжает, потому что есть хасанаты, вознаграждение за все деяния, за все стремления. И мусульмане никогда не впадают в депрессию или в стресс. Это психология сегодняшняя приводит к тому, что мы, которые люди, говоря, приходя к мотивации психолога сегодняшнего, бывает так, что не получается. Банкрот, развод, какие-то неудачи, спады. И это все приводит что? Окончательно в депрессию. И вот смотрите, мусульманин всегда говорит, хасбуналлаху ва ни'маль вакиль. Я полагаюсь только на Аллаха, либо Аллах хороший попечитель. И вот этот профессор понял все это, потому что он настоящий психолог. Салам алейкум.